Весной 1919 года в Москву прибывает представительная делегация из Индии во главе с Мухаммедом Баракатуллой. Он один из лидеров индийских мусульман, член партии Индийский национальный конгресс, а также представитель короля Афганистана Аманулла хана. Баракатулла встречается с Лениным, ведет переговоры на предмет использования частей Красной армии для борьбы с английскими колонизаторами. Троцкий, бредивший мировой революцией, несказанно рад. Чтобы укрепить в индийцах идею экспорта большевистской революции, а также для иллюстрации торжества ленинской национальной политики, им предлагается посетить Башкирию, которая в то время народом мусульманского Востока представлялась олицетворением мечты о свободе, мировой сенсации и вдохновляющим примером реализации права народов на самоопределение. Твой гений вывел на свободу весь край башкирский наш родной, дав автономию народу, спас от судьбины роковой. Уфимский поэт Константин Приуральский через 6 дней после смерти Ленина, 27 января 1924 года, в стихотворной форме выдал законченную формулу. Ленин не только вождь мирового пролетариата, но и основатель башкирской автономии, первой национальной республики в составе России. Маховик сталинской школы фальсификации был уже запущен. Имя Ахмед Заки Валидова было предано анафеме, а заслугу построения Федерации Республик и областей России большевики приписали исключительно себе. Это они, живые боги Красного Пантеона, дали сирым и народцам возможность жить своей национальной жизнью. Но этот миф сложился позднее. А несколькими годами ранее, в марте 1919 года, Ленин, выступая на партийной конференции, говорил: «Посмотрите на Финляндию. Страна демократическая, более развитая, более культурная, чем мы. Я очень хорошо помню сцену, когда мне пришлось в Смольном давать грамоту Свинхувуду. Как это было нехорошо. А разве не пришлось то же самое сделать и по отношению к Башкирской республике?» То есть он по существу ставил на одну доску финского лидера, буржуазного деятеля Свинхуда с лидерами башкирского национального движения. Ленин вспоминает о своей встрече с первым премьер-министром Финляндии Пером Свинхувудом в декабре 1917 года и постановлении советского правительства о признании финской независимости. Как видим, вождь мирового пролетариата считал суверенизацию Финляндии и автономизацию Башкирии схожими процессами. А было ли сходство между ними? Сходство, безусловно, было, но стартовые позиции все же были разные. Если Финляндия автономию уже имела, то Башкирия ее только добивалась. Соответственно, когда обе страны повысили свой статус на одну ступень, Финляндия выпала из состава России, а Башкирия стала, подобно Финляндии, автономной республикой. Поэтому сходство Башкирии было больше с Украиной. Украина, как и Башкирия, находилась в состоянии раздробленности, входя своими частями в состав различных губерний. После февральской буржуазно-демократической революции представители интеллигенции обоих народов создали представительные органы – Украинскую Раду и Башкирский Совет – Шура, призванные добиваться для украинцев и башкир национально-территориальной автономии в составе Российской Федерации. Украина не объявляла об независимости, она объявила об автономии, но с одним жестким условием. Россия должна быть без большевиков. То есть они согласны быть в составе Российской Федерации, но не находиться под властью большевиков. Башкиры в этом отношении были более гибкими, они не стали делать такие резкие заявления, но к установлению диктатуры большевиков отнеслись с очень большой настороженностью. Ситуация резко изменилась, когда власть в стране захватили большевики. 7 ноября 1917 года Центральная Украинская Рада в своем третьем универсале провозгласила независимую Украинскую Народную Республику.
а через 6 дней возник автономный штат Башкортостан в составе Демократической Российской Федерации, который своим фарманом номер 2 учредил Башкирский совет Шура. Шуро предвидела все это, и поэтому выразила вот свое такое негативное отношение. И притом негативное отношение было выражено и большевистские идеи самоопределения нации. И там было сказано, это не по указанию большевиков мы самоопределяемся, а это наше естественное право было заявлено. Понимаете? Что характерно, эти юридические акты, Третий Украинский универсал и Башкирский фарман номер 2 были вынужденными шагами, реакцией на большевистский переворот, в котором Рада и Шура увидели зерна будущей гражданской войны, анархии и произвола. После того, как большевики пришли к власти, это вызвало волну недовольства, особенно в национальных регионах. То есть стало очевидным, что одна партия незаконно захватила власть в стране. И, разумеется, это привело к целому параду суверенитетов, как мы бы сказали сейчас. Да? Парад суверенитетов можно наблюдать практически на всей территории бывшей Российской империи. Вот, и среди них были, конечно, и Башкортостан, и, соответственно, Украина. То есть приход к власти большевиков действительно ускорил принятие решения об оформлении какого-то своего государственного правового статуса в составе России. О независимости открыто говорили лишь такие регионы, как Прибалтийские республики, Финляндия и Польша. Эдвард Карр, сотрудник МИД Великобритании в 1916-36 годах, профессор Оксфордского и Кембриджского университетов. После того, как в Петрограде свершилась Октябрьская революция, Башкирский совет провозгласил себя национальным башкирским правительством, осудил большевиков и заявил, что не принимает автономии от советов. Башкирский совет переехал в Оренбург, где вошел в союз с казачьим атаманом Дутовым и провозгласил Башкирскую автономную республику. Таким образом, отнюдь не благодаря инициативе большевиков состоялось образование независимой Финляндии, Украины, республик Закавказья и Балтии, автономного Башкортостана и казачьих правительств. Напротив, именно неприятие власти узурпаторов, Ленина и компании подвигло народы империи к национальному обособлению. Ибо они видели, что большевики были большими империалистами, чем царь и его правительство. Приход к власти большевиков действительно, в общем-то, по сути дела, поставил под вопрос легитимность центральной российской власти. Апологеты единой и неделимой России часто обвиняют большевиков в том, что они дали народам право на самоопределение, запустив тем самым механизм распада России. Эти утверждения являются не более чем как пропагандистским приемом, продвигающим идею пересмотра итогов гражданской войны и реставрации унитарной империи. На протяжении всей истории России происходила борьба двух принципов государственного устройства – федерализма и унитаризма. Причем в России областной автономизм всегда имел этнический характер, так как он строился на естественном стремлении народов нашей страны к сохранению очагов своих национальных культур, в отличие, например, от Соединенных Штатов Америки. Таким образом, американский плавильный котел народов, часто предлагаемый общественному мнению в качестве примера эффективного решения национальной проблемы, в нашей стране вряд ли применим. Ведь и в самой Америке нарастает скепсис относительно плавильных способностей пресловутого котла. Такое явление, как славянофилы в России, которые связаны как раз с нашей республикой, вот Аксаковы, очень важно, что их идея ведь была не исключительно русского развития, русской нации, русского патриотизма. Любимая идея была вот и Константина Аксакова, и Ивана, что все народы имеют право на самобытное развитие. А тогда расцветает и страна, когда все объединяются в общий хор. В этом плане в русской традиции давно сформировалась идея вот соборности, всеединства, которая отличается от вот формального объединения, где все одинаковые стоят и все похожи друг на друга. То, что единство получается живое, органичное, как такой был тоже философ знаменитый русский Леонтьев Константин, цветущая сложность, в отличие от умирающего однообразия. Мыслящие люди России никогда не принимали идей американского котла.
противопоставляя ему принцип соборности. Вот что писал один из идеологов евразийства Петр Савицкий. Евразийцы понимают Россию как собор народов. Они считают, что и политическое объединение этой огромной территории является результатом усилий не одного лишь русского народа, но и многих народов Евразии. Это должно найти выражение не только в чисто культурной области, но и в формах государственного устройства. В пределах общеевразийского политического единства каждому народу Евразии должна быть обеспечена область самостоятельной государственной жизни. В этом плане я думаю, что в России, действительно, это вот при всех сложных этапах ее истории, когда получалось сочетание единства с самостоятельностью регионов, каких-то народов, тогда Россия в этом плане развивалась нормально, успешно, быстро, не возникало не противоречий таких резких, соответственно, центра с регионами, не возникало в то же время и такого упадка регионов. Упадка, который не дает им инициативы, самобытной активности. То есть, когда нет, так сказать, сил, которые складываются в единый хор, а все стоят и ждут одного указания из центра. Одной из главных причин распада Российской империи был отход от принципа соборности народов в сторону иной концепции общества, а именно государства-нации, то есть одно государство – одна нация. Попытка создать свой российский плавильный котел народов выразилась в политике русификации нерусских народов России. Империя также стремилась подавить региональный автономизм своих национальных окраин, наиболее яркими проявлениями которого были гетманское управление на Украине, Калмыцкое ханство, Бухарский эмират, Великое княжество Финляндское, Царство Польское, Княжество горских народов Кавказа, войсковые организации казачества, наконец, народный вассалитет Башкирии. И когда в 1917 году грянул гром, никто не пожалел о 300-летней монархии Романовых. После февральской революции одни из этих народов пожелали полной независимости, а другие – восстановления автономного статуса внутри России, то есть право на самоопределение. И это право было признано. Всегда вот там наши историки писали, что якобы Временное правительство стало проводить такую же реакционную национальную политику и т.д. и т.п. Это тоже неправда. Почему? Потому что ведь Временное правительство тоже обнародовало декларацию. И там тоже речь шла, понимаете, о праве нации на самоопределение. Коммунисты-ленинцы поняли свой стратегический просчет. И тогда второпях на Третьем Всероссийском съезде Советов 12 января 1918 года принимают Декларацию трудящегося и эксплуатируемого народа, в которой в частности говорилось: Советская Российская Республика учреждается на основе Свободного Союза Свободных Наций, как Федерация Советских Национальных Республик. Третий съезд Советов ограничивается установлением коренных начал Федерации Советских Республик России, предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоятельно решение на своем полномочном съезде. Желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном правительстве? В исторической литературе существует мнение, что так называемая Декларация прав народов России, принятая большевиками в 1918 году, стала источником процесса федерализации России. Так ли это? И да, и нет. Прямым следствием декларации стал, например, проект Татаро-Башкирской республики, возникший в марте 1918 года и являвшийся детищем Сталина и ряда национал-коммунистов. При этом будущий отец народов, как всегда, преследовал четкую и прагматичную цель. Сергей Зеньковский, профессор Вандербильтского университета в 1967-77 годах, город Нэшвилл, США. Сталин подчеркнул, что будущее Татаро-Башкирия будет авангардом революции на Востоке. Пусть же эта автономная республика послужит народам мусульманского Востока живым маяком, освещающим путь к освобождению от гнета. Сергей Зеньковский, «Пантюркизм и ислам в России». В результате того, что, с одной стороны,
Татаро-Башкирская республика, вернее, ее идея не получила поддержку со стороны населения, которое должно было проживать на этой территории, то есть это прежде всего татары и башкиры. А с другой стороны, из-за того, что началась гражданская война, реализовать этот проект не удалось. Дело в том, что проект сверху, который был, скажем, разработан Сталином и его сторонниками, он показал свою несостоятельность. Было очевидно, что создать национальный регион, вернее, создать национальную республику можно только с поддержкой низов. Без этого невозможно осуществить такую важную задачу, как создание национальной республики. Башкирия, как и Украинская Народная Республика, а также Финляндия, страны Закавказья и Балтии, провозглашая свои государства, ссылались не на пресловутую Декларацию прав народов России, а на волеизъявление собственного народа, на его естественное право на самоопределение. В этом и заключается сходство при всем их различии между процессами суверенизации указанных народов бывшей Российской империи. И поэтому сейчас, когда некоторые наши публицисты, московские особенно, любят поболтать об этом, что право национального самоопределения – это изобретение большевиков, туда-сюда, что они начертили границы, это не имеет под собой никакой основы, понимаете? Прежде всего нужно учитывать сами мощные национальные движения за достижение хотя бы автономных прав, с одной стороны. С другой стороны, что это право признавали и другие партии, не только большевистские партии. Это право признавало и Временное правительство. В кратчайшие сроки было создано башкирское войско, которое героически сражалось против красных на разных фронтах – под Екатеринбургом, Самарой, Орском, Стерлитамаком. Башкирское национальное движение надеялось на признание своей автономии со стороны белых правительств, но те откладывали решение вопроса на неопределенное время. Окончательное разочарование в белом деле пришло в ноябре 1918 года, когда адмирал Колчак был провозглашен Верховным правительством России и в качестве такового объявил все областные правительства, в том числе и башкирское, распущенными. Башкирские войска и правительство отказались выполнять приказы Колчака и оказались вне закона. Переход на сторону Советов был предопределен. И вот 20 марта 1919 года в Москве между башкирским правительством и центрально-советской властью было подписано соглашение о советской автономии Башкирии. Именно эта дата в советской историографии, то есть 20 марта 1919 года, считалась временем рождения Башкирской республики, 90-летие которой мы ныне отмечаем. Ричард Пайпс, профессор Гарвардского университета, аналитик администрации президента и Совета национальной безопасности США в 70-х годах XX века. Чисто формально данное соглашение было далеко зашедшей уступкой советского правительства. Соглашение подразумевало отказ от проекта Объединенной Татаро-Башкирской Республики и создание автономного государства с гораздо большим политическим и экономическим самоуправлением, чем то, которое Москва вообще была склонна предоставить своим республикам. Ричард Пайпс. Образование Советского Союза. Таким образом, в марте 1919 года Башкирская республика, уже существовавшая де-факто с конца 1917 года, оформила свои отношения с Россией заключением двустороннего договора, то есть это было лишь юридическим оформлением существующего положения. Обратите внимание на текст соглашения. Как называется текст? Это соглашение центральной советской власти с башкирским правительством о советской автономной Башкирии. То есть центр или большевики, большевистские лидеры, сами признали существование правительства. Притом это правительство было белое, перешедшее уже на сторону красных. Даже сам этот документ свидетельствует, что это не дата образования, а дата признания, я всегда так пишу, дата признания центральной советской властью, большевистской властью, уже существующей Башкирской автономной республики. В отличие от Башкирии, другие автономии России, возникшие после 1920 года, были образованы декретами большевиков и по их собственной прихоти. В результате автономию получили даже те, кто за нее не только не боролся с оружием в руках, но и даже не помышлял. И все же,
Именно пример самоопределения Башкирии стал отправной точкой для национально-территориального строительства России. Башкирский прецедент стал правилом, которое спасло многие народы от исчезновения. Ведь не секрет, что именно республиканские образования являются очагами и механизмами сохранения и развития культур титульных этносов. Национальные республики – это не значит, что это место, где живут люди одной национальности. Так ведь? Это изначально так не было и не ставилась эта цель. Это центры исторического развития народа. Вот что такое это. Центр развития татарской культуры должен быть в Казани, а не в Москве. Но если исторически не произойдет что-то. Так. Центр башкирской культуры в Уфе. Ну и так далее. Ясно, что чувашской, в Чувашии и так далее. Республики выполняют федеральные функции по развитию культуры того народа, который дал им имя, и историческим центром которого находится здесь. Республики – это механизм, который соединяют не диаспоры отдельные, а вот сложившиеся в России народы, пусть они живут в разных совсем регионах. У нас тем более на север поселялись, на Дальний Восток, и стимулируют этот процесс, но все равно люди сохраняют связь со своим центром. И вот этот механизм как раз очень хороший механизм. Это не ошибка была после революции, а может одно из тех как раз правильных. Были неправильные решения, а одно из правильных решений, которое позволило воссоздать и даже усилить российское государство, когда оно, казалось, совсем было разрушено. Это такая органичная связь с российским государством через вот эти вот республики. Процесс национально-государственного строительства начался помимо воли большевиков, которые в тот момент бредили иными идеями. Но мы еще дойдем до Ганга, но мы еще пойдем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла Родина моя. Восторженно писал поэт Павел Коган. После поражений социалистических революций в Германии и Венгрии автор идеи перманентной революции Лев Троцкий писал, что путь в Париж и Лондон лежит через города Афганистана, Пенджаб и Бенгалию. Предполагалось, что революции понесут на кончиках своих сабель части первой конной армии Буденова, а также знаменитая башкирская кавалерийская бригада Мусы Муртазина. Расчет понятен. Мусульмане Индии и Афганистана легче примут помощь от своих российских единоверцев. На мемориальной доске здания Уфимского дома офицеров до революции это была гостиница «Сибирская», читаем. В этом здании 4 ноября 1919 года на митинге солидарности освободительному движению народов Востока выступил Мухаммед Баракатулла, видный деятель национально-освободительного движения Индии. После выступления в Уфе Баракатулла отправляется в Стерлитамак, тогдашнюю столицу Башкирской республики. Для мусульманских народов бывшей Российской империи Башкортостан 1919 года был подлинным образцом реализации своих прав отдельно взятой народностью. Казахский писатель Мухтар Ауэзов писал: «В этой поре кромешной тьмы Башкортостан казался нам северным сиянием». Ахмед Заки Валидов вспоминает: «Эти индийские либералы и панисламисты гостили у нас несколько дней. Радуясь тому, что среди Уральских гор создается исламское государство, они думали, что Башкортостан может стать центром всей великой мусульманской державы на территории Туркестана. Разумеется, они не знали, в каком состоянии находится центр великой исламской державы. А я не мог откровенно рассказать о наших делах». А рассказывать было о чем? Он мог бы, например, рассказать, что под внешне либеральной национальной политикой большевиков кроется все тот же империализм, что, дав из тактических соображений некоторую долю самостоятельности Башкортостану, Ленин и товарищи собираются забрать ее обратно. Но все это будет позже. А пока в резиденции башкирского правительства шла деятельная работа. Вдохновленная широкой перспективой экономических преобразований, которые открывали ему пункты соглашения с центральной советской властью от 20 марта 1919 года, башкирское правительство рьяно взялось за дело. Для того, чтобы по достоинству оценить его политику, необходимо обрисовать общероссийский фон. На территории Советской Республики господствующей экономической доктриной был так называемый военный коммунизм, который сопровождался методами внеэкономического принуждения.
концентрированным насилием против несогласных. По всей стране вводилась трудовая повинность за уклонение от работы, заключение в концлагерь или даже расстрел. Пролетариат, чьим именем прикрывались большевики, оказался в неизмеримо большем рабстве и нищете, чем это было при царях. В итоге по всей стране прокатилась волна рабочих восстаний, шедших под лозунгом «Долой Ленина и Троцкого, да здравствует учредительное собрание». Во время подавления волнений в Астрахани было расстреляно около 2000 рабочих. Не менее ужасной была политика большевиков на селе. У крестьян изымались все излишки сельскохозяйственной продукции. Естественной реакцией крестьян на эти реквизиции было стремление как можно быстрее избавиться от нее на рынке, чтобы получить денежный эквивалент своего труда. Тогда большевики запретили свободную торговлю под угрозой уголовного преследования. Итоги политики военного коммунизма не заставили себя ждать. Дефицит продовольствия и, как следствие, введение карточной системы, отмена денежного обращения, падение производительности труда, голод и разруха. Единственным исключением на этом мрачном фоне был Башкортостан, руководители которого, ссылаясь на пункты соглашения с советской властью, проводили отличную от центра политику, которая немедленно была названа в центре политико-экономического обособления. Республиканские инновации, по словам представителей Всероссийского совета народного хозяйства, были совершенно чужды духу нового советского пролетарского строительства хозяйственно-экономической жизни. Один из партийных деятелей писал: «Авантюристы, буржуазные дельцы и спекулянты, разоренные революцией помещики и фабриканты, весь этот сброд, выметаемый советской властью, нашел себе в Башкирии уютное пристанище». Впрочем, ругань из уст твердолобых большевиков звучит скорее лестью и признанием правоты башкирских руководителей. Привлекая к работе бывших фабрикантов и так называемых авантюристов и буржуазных дельцов, а говоря современным языком предприимчивых людей и специалистов, они создали компетентный управленческий аппарат. Они всеми силами старались оградить население республики от военно-террористических методов управления промышленностью и сельским хозяйством, которые безраздельно господствовали по всей России. Что они сделали для этого? Во-первых, в Башкирии никогда не отменялась свобода торговли, то есть рыночная экономика. Во-вторых, даже на национализированных предприятиях у руля оставался старый менеджмент, которому не запрещалось вести коммерческую деятельность. В-третьих, специальными актами республиканского законодательства поощрялись развитие фермерства, свободный оборот сельхозпродукции. Как следствие, жизненный уровень населения Башкирской республики был на порядок выше, чем в других регионах России. Покупательная способность рубля была самая высокая, а продовольственные запасы таковы, что за продуктами в Башкирию ехали со всей России. Экономическая политика башкирского правительства в специальных исследованиях получила название автономного НЭПа. То есть до введения в масштабах всей России НЭП прошел практическую апробацию в условиях Башкирской республики. Таким образом, Ленин шел по протаренной дорожке, проложенной Валидовым и его соратниками. Тот же Ленин в марте 1919 года заявлял: «Мне кажется, что этот пример относительно Финляндии, как и относительно башкир, показывает, что в национальном вопросе нельзя рассуждать так, что нужно во что бы то ни стало хозяйственное единство». Его слова нужно понимать как признание за регионами права проводить собственную экономическую политику. Однако время уступок подходило к концу. Это и пытался объяснить индийцам Ахмед Заки Валиди. Всего он им рассказать не мог. Тем не менее, он несколько остудил пыл индийцев. «Все, что вы говорите, плод ваших мечтаний. Соединение ислама и Корана с коммунизмом само по себе грешно. И на переговорах с советами вам не следует впутывать религию». Впрочем, проект индийского похода вскоре отпал сам собой. Сокрушительное поражение Красной Армии на Польском фронте и начавшееся в Средней Азии антибольшевистское движение, названное басмачеством, отмело эту идею в сторону. Но она воскресла много лет спустя, когда в 1979 году советские войска вошли в Афганистан. Чем это кончилось, мы знаем.
империя сделала последний отчаянный рывок к Индийскому океану, за которым последовал распад Советского Союза. Сотрудничество с большевиками было недолгим. Через год после подписания соглашения Ленин назвал его ни к чему не обязывающим клочком бумаги. Валидов и его соратники покинули республику, понимая, что их историческая миссия окончена. На арену выступили другие политики, продолжившие дело своего великого предшественника. Наиболее значительной фигурой после ухода Валидова был Мулаян Халиков. Именно в период его нахождения на посту председателя Совета народных комиссаров БССР так называемая «Малая Башкирия» за счет слияния с Уфимской губернией превратилась в Большую Башкирию. Халиков был человеком прямым и смелым, не боявшимся резко возражать самому Сталину. Мулаян Халиков действительно по существу возглавил это национальное государственное строительство в Башкортостане после того, как Заки Валиди был вынужден покинуть свою республику. Именно такие люди, как Халиков, помешали большевикам свернуть федерализм и реставрировать унитарное государство. Это признавал сам Сталин, когда писал: «За 4 года гражданской войны, когда мы ввиду интервенции вынуждены были демонстрировать либерализм Москвы в национальном вопросе, мы успели воспитать среди коммунистов, помимо своей воли, настоящих и последовательных социал-независимцев. Мы переживаем такую полосу развития, когда форма, закон, конституция не могут быть игнорированы, когда молодое поколение коммунистов на окраинах игру в независимость отказываются понимать как игру, упорно признавая слова о независимости за чистую монету, и также упорно требуя от нас проведения в жизнь буквы Конституции независимых республик». Если Ахмед Заки Валиди был отцом-основателем Первой Башкирской республики, автономного Башкортостана в рамках так называемой «Малой Башкирии», строителем Второй Башкирской республики БССР в пределах Большой Башкирии, безусловно, является Мулаян Халиков, то архитектором Третьей Башкирской республики, современной республики Башкортостан, является ее нынешний президент Муртаза Губайдулович Рахимов. Он последовательно отстаивал интересы республики, следуя собственной модели развития. И в этом он удивительно похож на своих предшественников, которые краили полотно истории по собственным лекалам. Валидов, вопреки большевикам, проводил политику автономного НЭПа. Рахимов, выступая за экономическую самостоятельность, ограждал республику от губительной политики горе-реформаторов. Эффект нейтрализации негативного фона на республику создавали двусторонние договоры о разграничении полномочий между органами власти России и Башкирии, заключавшиеся в 1919 и 1994 годах и закреплявшие региональные особенности при сохранении единого государства. Таким образом, алгоритм развития нашего края последних 4 веков заключает в себе 2 важных момента. С одной стороны, стремление быть в составе единой России, а с другой – неистребимую волю к культурной самобытности и экономической автономии. А это, собственно, и есть основные признаки федерализма. Сегодня именем отца-основателя Башкирской республики и практика российского федерализма Ахмед Заки Валиди названа одна из центральных улиц Уфы, что стало еще одним шагом на пути адекватной оценки масштаба его личности и его роли в истории, алгоритмы которой привели нашу республику к официальному признанию со стороны центрально-российской власти 90 лет назад.